У нас, как всегда, много работы. Задач, стоящих перед нами, еще больше. Каждый день мы должны решать проблему качества нового материала. Мы много внимания сегодня уделяем техническому обновлению нашего канала. Уделяем много внимания технологическим новшествам в творческом процессе. И последнее время, например, невозможно не обратить внимания на то, как меняются наши новости. В наших новостях прямые включения, которые теперь происходят на более регулярной основе. Помимо этого, произошла и происходит модернизация освещения в наших студиях. Это тоже немаловажно, это влияет на визуал, на качество нашего видео, на тематические передачи, их, вот скажем, общее такое качество. Это важно. И, конечно, много новой техники мы внедрили и собираемся в ближайшее время еще больше технически обновиться. Хочу подчеркнуть еще одну важную деталь. В нашем информационном поле появилось больше новых экспертов. И часто эти эксперты даже за пределами нашей страны, и мне кажется, что в этой связи наши новости становятся более насыщенными и более интересными, и более масштабными. Но должна сказать, что конкуренция очевидна. И поэтому мы понимаем, что качество это то, за что мы должны бороться, за все новое и так далее. Но я хочу сказать, что руководство телевидения старается и пытается, скажем так, учитывать, использовать молодежный креатив и опыт более взрослых поколений. Какой-то такой баланс у нас существует, и мы стараемся его не нарушать. Но сегодня время все-таки испытывает нас и на новые технологии, и на профессионализм наших кадров. И случилось так, что это, видимо, имеет отношение не только к нашему каналу. Видимо, это происходит в разных сферах нашей жизнедеятельности, в нашем государстве, в нашей республике. Это дефицит кадров квалифицированных, профессиональных. И поэтому подготовка новых кадров для телевидения давно стала для нас может быть, даже ключевым вопросом повестки канала. Но это происходит как бы не так публично, не так открыто, но мы стараемся это сделать, потому что телевидение – это та сфера, где останавливаться и делать передышку нельзя. Ты остановился, значит, ты проиграл, ты проиграл. Мы стараемся, и хочу сказать, что на нашем канале очень много настоящих тружеников, которые любят свою работу и свою профессию. Хочу всех поздравить, поздравить и с тем, что есть определенные достижения, и поздравить с тем, что в этот их профессиональный праздник они такие все позитивные, такие счастливые. Дело в том, что счастье для журналиста, вообще для телевизионщика тем более, это его зрительская аудитория. Динамика нашей зрительской аудитории, она, кстати говоря, хорошая, но будем считать, что она недостаточная, потому что мы более амбициозные, чем это имеет место быть. Да, и объективный зритель, квалифицированный тоже зритель, зритель, который не в год один раз посмотрел абхазское телевидение, а тот, который смотрит регулярно, для нас это контроль нашей ответственности и контроль нашего профессионализма. Поздравляю и наших зрителей, любимых, без которых вообще никакого импульса такого серьезного для работы не будет, и наших сотрудников коллектива абхазского телевидения, нашего любимого родного, с этим профессиональным праздником. Сегодня вообще нас поздравило очень много людей. Очень много людей и на уровне нашей власти, и представителей общественности, представителей интеллигенции. Как всегда, у нас очень много цветов, должна сказать, в кабинете. Но больше всего сегодня меня поразило и вдохновило то, что у меня была лекция в университете. Я зашла в аудиторию, и вдруг встает один студент и
обращается ко мне и говорит: "Ирина Шотовна, я хочу поздравить ваш коллектив, Абхазское телевидение, с профессиональным вашим праздником". И я смотрю, все встают, студенты, и аплодируют. Я считаю, что это и есть счастье вообще для всего нашего коллектива. Это тот момент, который нас вдохновляет и заставляет нас бороться со всеми трудностями, которые бывают на нашем пути.